Якутия присоединилась к всероссийскому проекту «Неделя финансовой грамотности». Представители Российского биржевого союза, негосударственных пенсионных фондов, брокерских фирм рассказывают школьникам, студентам и предпринимателям о современных возможностях фондового рынка и системы негосударственного пенсионного обеспечения, а также господдержки малого и среднего бизнеса в целом. Тему продолжит Туяра Филиппова. 46% россиян, по данным Национального агентства финансовых исследований, считают, что их уровень финансовой грамотности неудовлетворительный или нулевой. Месяца 3-4 назад, наверное, участвовал в этом в автоэмпайре. Хотел заработать 20 тысяч, но ничего не заработал. Ну, обманули меня. Таких, как Михаил, которые не могут определить признаки финансовой пирамиды, чуть ли не каждый второй в России. В прошлом году, к примеру, только в Горном районе правоохранительные органы обратилось более 600 человек, жертв финансовой пирамиды. Финансисты предупреждают, что мошенники придумывают все новые способы отъема денег у граждан. Единственная мера, способная защитить их – повышение финансовой грамотности населения. Неделя финансовой грамотности началась с круглого стола с участием представителей власти и экспертов финансовых рынков России. Правительством республики активно поддерживается политика финансового просвещения граждан. Мы понимаем, насколько это важно. Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и может лучше защитить себя от соответствующих вызовов. Пенсионная реформа, проводимая в стране, тоже требует активного просвещения. При этом о новшествах нужно знать не сколько людям пенсионного возраста, а сколько тем, кому до пенсии еще далеко. Ведь недопонимание и недостаточное внимание к этому важному вопросу уже привело к тому, что, к примеру, к таким выгодным инструментам, как софинансирование пенсии, завершившееся в прошлом году, воспользовалось не более 3-5% граждан России. С другой стороны, финансовые структуры сами тоже заинтересованы в грамотном потребителе. Граждане, умеющие правильно составить свой финансовый план, сбалансировать свои возможности и потребности, способны отличать нормальный банковский продукт от предложения сомнительного характера, как при получении кредита, так и при размещении своих сбережений. Существенно снижаются риски потерь как для банковской системы, так и для себя лично. В связи с санкциями экономисты задумались о массовом создании института частного инвестора в стране. Почему взору мы должны устремлять обязательно в сторону иностранного инвестора? Внутри страны предприниматели, готовые вкладывать средства в выгодные экономические проекты, тоже есть, считают они. Поэтому эти и другие вопросы ведущие эксперты финансовых рынков России будут обсуждать в Якутии как с детской, студенческой аудиторией, так и с предпринимателями. При этом, как говорят эксперты, они прибыли не только учить, но и перенимать передовые финансовые практики. Мероприятия недели пройдут как в Якутске, так и в Намсах и в городе Покровске. Туяра Филиппова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.